Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем сведет вас судьба? Какое судьбоносное знакомство ждет вас в жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а знакомство не одно здесь показано. Не одно. Смотрите, это общая отсыпка. У кого-то отыграется один персонаж, у кого-то несколько отыграется. Вы должны это иметь в виду и об этом никогда не забывать. Смотрите, буквально в ближайшие несколько дней, может не 10-15 максимум, у вас произойдет знакомство с очень интересным и умным человеком. Человек, у него как будто бы 4 руки, и человек как будто бы всегда чем-то занят. Вот нет такого, что он просто там сидит, отдыхает, расслабляется. Очень похоже на какого-то профессионала, на какого-то человека, который действительно вот серьезной работой занят, и занят прям 24/7. Возможно, вы ищете такого человека, либо такой профессионал вам нужен. Скорее всего, вам кто-то наводку даст. Кто-то контактом поделится, либо вы в интернете можете найти контакты этого человека. Вот, знакомство у вас первое будет просто фееричным. Да? Человек вас там очарует буквально за 3 секунды. Но он действительно классный, он крутой, он умеет заинтересовать, умеет подать информацию, умеет быть ярким, видным, харизматичным. И вы знаете, какие-то вот сомнения, может, переживания какие-то, вот как будто бы развеются, в моменте развеются. У вас вот как выглядит сугубо деловое общение, но у этого мужчины буквально с первого взгляда на вас, глаз ляжет, загорится на вас. Он этого не покажет, но как бы особо внимательные девушки, они это сами почувствуют. Но опять же, он очень быстро ориентируется, он очень быстро там переведет разговор, там что-то придумает, что-то, знаете, вот хихи-ха-ха, профессиональная терминология. И вот как бы оно такое вот, начнется процесс. Надо отдать должное, человек работу свою знает, умеет, любит и делает максимально эффективно. Как от профессионала, конечно, будете в восторге. Вот прям идет восторг до визга. Вот какой крутой профессионал. А по поводу личного, скажу так, что мужчина этот словами просто так не бросается. И сначала ему нужно будет понять вот про вас. Кто вы, с кем вы, есть ли кто у вас на сердце, вообще замужем ли вы, свободны ли вы. Если замужем, может, у вас усталость от вашего партнера, может, вы не против закрутить какой-то роман. То есть он очень технично и очень незаметно будет эту информацию узнавать, будет вас расспрашивать, будет какие-то наводящие косвенные вопросы задавать. То есть вы тут точно не заметите, что он интересуется вашей личной жизнью. И потом, опираясь на ваши ответы, этот мужчина будет принимать решение, либо мнение свое будет формировать по поводу вас. Вы очень понравитесь, вот именно внешне понравитесь, энергетика ваша понравится, умение держать себя понравится, глаза, улыбка, фигура, голос, вот все понравится. Знаете, вот как говорят, очаровала мужчину. С другой стороны, я вижу, что вас все-таки будут связывать больше, в первое время, скорее всего, больше будут связывать именно дело, именно какие-то профессиональные моменты. Как я уже говорила, как профессионал, этот мужчина, он гениальный. Вот, вы еще будете советовать его кому-то,
и, возможно, даже не один раз, и отзыв хороший напишите. Вот. Будет ли он вас добиваться? Ну, не сразу мне идет. Вот не сразу. Сначала он все про вас узнает, сначала он там дела порешает, да, вот то, с чем вы к нему обратились, он довезет до ума. И только лишь когда все будет уже сделано, когда все будет готово, конечно, он будет уделять вам знаки внимания. Это не репешок, да, он не будет на вас там вешаться, цепляться за вас не будет, но он будет достаточно деликатно и увлекательно за вами ухаживать. Тут больше, знаете, какая-то интеллектуальная тема просматривается, там сходить в филармонию, на концерт, там, может, какой-то поэтический кружок, либо театр, да, вот ему это нравится, и он вас будет туда водить. Мне почему-то кажется, что, ну, как бы это не совсем ваше, потому что у вас энергетика, она такая более живая, более, скажем так, современная, что ли. Я не знаю, как это объяснить, но вот немножко другие вкусы, немножко другие интересы. Ну и плюс вы можете быть заняты, и вы подумаете, о, тратить время на филармонию, да лучше дома посижу, сериальчик посмотрю, либо какие-то дела переделаю, да, у вас такие будут мысли. Плюс, опять же, у мужчины очень мало свободного времени, он востребованный специалист, понятно, что все вокруг него крутится, и он крутится, и все крутятся. Вот это тоже, как вы знаете, такой существенный минус. Я не могу сказать, что он трудоголик, но я могу сказать, что он профессионал, поскольку востребован, да, постоянно есть какие-то дела, заказы, консультации, да, и он вот в этом всем варится, крутится. То есть на себя, на личную жизнь у него там прям совсем времени не остается. Чтобы что-то из этих отношений вышло, здесь мужчине нужно кратно меньше работать. Я не знаю, пойдет он на это, согласится он на это. Опять же, вы согласитесь ли общаться с таким супер занятым мужчиной, да, который вообще на себя времени не выделяет. Ну, сейчас давайте посмотрим. Ой, ну, перекресток. Перекресток выходит. Вот если вы с ним в отношения войдете, то и вы влюбитесь, и он влюбится. И вы судьбу и жизнь друг друга поменяете. Но до отношений тут непростой путь. Тут прям очень сильно непростой путь, потому что нужно будет там приспосабливаться, не каждый день встречи, там, если даст Бог одна встреча в неделю, это уже повезло, да, не всегда у вас там графики будут совпадать, возможно, его свободное время это там далеко за полночь, да, когда он с делами справится, а ваше время наоборот, оно дневное время, да, вот как-то так, оно как-то вроде и да, и нет. Но если вы все-таки выйдете на отношения, то любовь будет сильная, крепкая, и вы жизнь и судьбу друг другу меняете в лучшую сторону. Отношения будут, вот хочется сказать, свободными, но не в плане, что вы свободно можете менять партнера в отношениях. Нет, в плане того, что не будет давления, не будет прессинга, не будет какого-то тотального контроля, не будет какой-то обязаловки, да. Вот этого всего не будет. То есть будете параллельно вот развиваться, каждый будет своими интересами жить, не будете друг другу мешать, но качественно периодически будете проводить время. Ну, потому что он сильно занят, и вы, скорее всего, тоже, да, женщина, которая не сидит сложа руки, да, у вас тоже очень много интересов в жизни. Так, ну-ка вопросик, да, а зачем судьба ведет этого персонажа, вот первоочередную, зачем судьба ведет к вам навстречу такого человека? Опять корабль. Для перемен ведет, для перемен, ну и для любви, конечно. Тут, знаете, больше похоже на то, чтобы либо мечту вашу исполнить, либо проблему вашу убрать. Да? Все-таки он в первую очередь профессиональный человек. То есть, возможно, есть что-то, что вот не дает вам покоя. Ну, допустим, у вас там хроническое заболевание, и вы узнали, что можно что-то с этим сделать. И вы ищете специалиста, и вот, пожалуйста, вы его найдете. Либо у вас какие-то там судебные моменты, закон, оформление каких-то документов. И вам нужен реально очень хороший юрист, очень хороший юрисконсульт, да, вот вы его найдете. Да,
Ну, а как бы любовь – это уже вытекающее событие. Я говорила, там не так-то просто будет, да, войти в хорошие полноценные отношения, потому что он сильно занят, и у вас тоже свои задачи, свои какие-то, ну, жизненные потребности, скажем так. В принципе, тут до любви даже вот звезда далековато, на самом деле, далековато. Первоочередное – это решение ваших проблем, достижение ваших целей. Вот как-то так мне идет. Мужчина интересный. Я не могу сказать, что прям красавец. Он, скорее всего, то ли Овен, то ли Водолей. Потому что есть у него что-то такое, что очаровывает, плюс внутренние силы, плюс очень красноречивый, плюс такой прям достигатор. Да? Вижу цель, не вижу препятствий. Не знаю, наверное, даже больше похож на Водолея. Да? Такой очаровашка мне идет. Внешность может быть самой обычной, но умение играть лицом, оно просто неповторимо. Плюс как бы очень сладкий на слова, либо правильный на слова, то есть умеет подобрать правильные слова. Главное, конечно, да, чтобы он помог вам с вашим делом справиться, а все уже остальное это второстепенно идет, как приятный бонус, да. И то, еще раз предупрежу вас, да, что быстро отношения с таким человеком построить не получится. Вот не получится от слова совсем, да, потому что оба будете очень заняты, а он прям особенно занятый человек. У него на себя времени там в обрез, понимаете, там пописать, покакать, и то с трудом получается. Ну, вы поняли, да, у человека прям все расписано до минуточки. И в такой плотный график, ну, как-то женщину вписать, ну, это как-то, знаете, кощунство, наверное, да, свидание ровно там 40 минут, да, либо там час, 10, а дальше все. А дальше мне нужно бежать навстречу, либо решать какие-то вопросы. Ну, как бы уже, да, звучит не очень приятно. Так, следующий момент. Вот здесь показывают парня, причем парень такой красивый, молодой, мускулистый, прям, знаете, этот вылитый Аполлон, вот. Ну, может быть, и не супер качок, да, не сильно там раскачанный, но у него прям все, что надо, есть. Тело очень красивое, и лицо очень красивое, но очень такой, знаете, как наивный мне идет парень, наивный. Возможно, он даже и младше вас по возрасту, либо он ментально гораздо младше, чем вы. Парень прям такой, ну, ангелочек. Ангелочек. Возможно, глаза голубые, либо какие-то вот светло-серые. Возможно, волосы светлые. То есть он может быть и русым, светло-русым, и блондином, может быть, и даже, возможно, рыженький. Но, опять же, это только лишь его украшает. Глаза красивые, реснички длинные, подкрученные. Улыбка такая прям детская. Вот он похож на модель, либо на актера похож. Ну, либо если бы он этим занимался, то в будущем, ну, либо в прошлом мог бы стать и моделью, и актером. Девочкам он нравится, и поклонниц у него, я так понимаю, много. Единственное, что вот его губит, подводит, это то, что он слишком какой-то доверчивый и наивный. И очень часто он попадает в нелепые ситуации из-за своей этой доверчивости. У вас с этим парнем знакомство через людей идет. То есть, возможно, это какой-то там родственник, там, друг, брат, сват, деверь, да, чей-то. И вот вы познакомитесь. Вам этот парень очень понравится, ну, будет импонировать, конечно, такое личико симпатичное, и фигурка такая зачетная. Но вот то, что он не может диалог поддержать, либо он какой-то вот, ну, прям лопушок мне идет, да, это, конечно, будет огорчать. Знаете, вот есть огромный жирный плюс, как он выглядит, и огромный жирный минус, когда он начинает говорить. Ну, понятно, что если девушка интеллектуальная, девушка начитанная, образованная, для нее это, конечно, ну, такое, знаете, со скрипом. Да, тут даже для любой, мне кажется, девушки это все со скрипом выглядит. То есть фишка в том, что он красивый, молодой, но личная жизнь прям совсем никакая, да? Вы удивитесь, скажете, ну, мало ли, может, он там нетрадиционной ориентации. Но когда вы начнете с ним общаться, вы поймете, почему. То есть, возможно, ему сложно говорить, сложно связывать слова, сложно поддерживать разговор.
Может, он стесняется. Знаете, какой-то немножко костоязычный мне идет, да, вот как в языке кости у него. И вот как с болью он разговаривает. Ну, может, оно не так выглядит, но сложно, вот сложно, да. Пока молчит, прям вообще идеальный. Как начинает говорить, так, господи, куда бы спрятаться, куда бы убежать, да, даже какой-то испанский стыд можете испытывать, да, когда рядом находитесь. Ну, давайте посмотрим, зачем судьба ведет к вам такого мальчика. Симпатичного, красивого. Так. Ну вот кто недавно вышел из очень тяжелых болезненных отношений, либо кто очень переживает там, по поводу того, что все, как бы сердце разбито, никого не найду, не полюблю, вот это больше для вас, этот мальчик, он как такая вот таблеточка утешения идет, да? Вы к нему как к ребенку будете относиться. Тут сразу показано, то есть не то, что вы его осуждаете, да, но вы понимаете, что он такой родился, да, что, возможно, при должном внимании, при должной поддержке, помощи он может разговориться, да, он может немножко интеллектуально прокачаться, опять же, там, обучение какое-то пройти, курс какие-то закончить, книжки умные почитать. То есть вы это понимаете. Вам его как будто бы немножко жаль. Да? Вы видите, что он честный, что он прямой, что он открытый, что нет в нем какой-то гадости, пакости, каких-то скверных желаний, скверных помыслов. То есть вот идет, что жалеть как такого милого, прекрасного ребенка. Возможно, да, вы будете ему помогать, вы будете рядом в трудные минуты. Вы знаете, этот мужчина, неважно, сколько ему лет, он вот с возрастом как будто бы, ну, лучше станет. Может быть, он немножко там в красоте, да, потеряет, хочется сказать, ну, не потеряет, померкнет, скажем так, да, не будет такой вот яркой, вызывающей внешности. Но он, ну, как бы это, поумнеет, станет более рассудительным, станет более объективным, более разговорчивым, что ли, станет. Да? Может, он и не будет много разговаривать, он будет говорить только лишь по делу, да? Там, формировать мысли, составлять предложения в уме, ну, потом их произносить уверенно. То есть, с одной стороны, да, жаль парня. Бог наделил красотой, но не дал, скажем так, красноречия, интеллекта, там что-то еще, да, сообразительности, мудрости. А с другой стороны, вот видите, у него как с возрастом красота немножко грубеет, да, зато ум растет. Вот как-то так мне идет. Дружить вы будете. И причем, не поверите, дружить вы будете очень долго. Вот у кого-то прям всю жизнь будете дружить. Всю жизнь. Конечно, он будет к вам тянуться как к женщине, вы это все будете прекрасно видеть, но вы скажете нет, нет. Да? Вот я просто рядом, я твоя подруга. Ну, а большего не стоит, да, ждать, и не стоит на большее рассчитывать. Как-то так вы будете говорить. Ну, дружба. Все-таки собака – это дружба, и медведь – это покровительство старшего, сильного над младшим и беззащитным. Да, парень может быть и сильным, я уже говорила, да, накачанным, там, красивая фигура, все, спортивный. Но, опять же, вот наивный, как ребенок мне идет. Как ребенок, с него смеются, вот реально смеются. И вот девчонки видят его красоту, к нему подходят, пару слов от него услышат, и все, их как разворачивает, да, автоматически они уходят к более каким-то ловким, дерзким, умеющим, скажем так, обыграть ситуацию парням. Вот, вы посмотрите, вы не отвернетесь, потому что у вас у самой сердце как будто бы разбито, да, сами вот негативный опыт в личной жизни имеете. Вот вы его пожалеете, вы ему поможете, не знаю, там, поучите его, там, рядом будете, защитите, возможно, да, потом местами просто поменяетесь. Мне идет, что будете дружить, и дружить по-настоящему. Тут, возможно, этот парень, вот вы на него отвлечетесь, вы увидите кого-то, кому еще хуже, чем вам, да, и это вас отвлечет и как будто бы даже переключит с негатива на какие-то позитивные мысли. Дружить, да, будете дружить. Красавчик, жалко, конечно, он так пропадет, но вы рядом окажетесь, и вы поможете этому парню. Дальше.
С левой стороны, ну тут пара, тут мужчина и женщина показаны, они пара. Пара, причем любящая друг друга пара, они как будто бы друг к другу энергетически пришиты. Они могут быть очень не похожи друг на друга. Вот кажется, что они разные, они могут ссориться, очень ярко ссориться. Но на самом деле они друг другу по судьбе и друг к другу они пришиты. Судьба познакомит вас с этой парой. И это знакомство для вас прям какое-то мега выгодное. В чем выгода, честно, я не скажу, потому что вы все разные. Но для вас это как будто бы, не знаю, билетик, пропуск в новую жизнь. То есть эти люди, они могут вас куда-то впустить, открыть для вас какие-то заветные двери, либо вам покровительствовать, да, для того, чтобы вы оказались в какой-то особой среде, в особом обществе, либо при особых возможностях. Мужчина и женщина. Почему-то мне еще идет, что женщина выше, мужчина по росту ниже. Может, у них такая расстановка в семье, что женщина все решает, мужчина исполняет. А может, и не физически, да, женщина выше, мужчина ниже. Но это ваш шанс, это ваша возможность. Вы с ними сразу познакомитесь, с двумя сразу познакомитесь. Как, не вижу, но это важно. Это важное знакомство, которое положительно должно повлиять на ваше будущее. Особенно работа, бизнес, реализация. Знакомство с этими людьми убережет вас от каких-то неприятностей, неприятных людей, людей, которые могут обмануть, использовать. Знакомство действительно по судьбе. Знакомство, которое укрепит ваше, скажем так, ваше положение и очень многому вас научит. Это знакомство, да, вот как раскроетесь в этом знакомстве. Может, вы перестанете стесняться, бояться. Вам прям конкретно укажут, в чем ваша сила и чем вам нужно конкретно пользоваться, да, от чего отказаться. Вот какие-то они необычные мне идут. Необычные, и их двое, и странная такая парочка, но они как будто бы вам билет вручают или перед вами двери открывают. Какие-то такие люди вышли. Чуть повыше показывают странную картинку. Черепаха и петух. Черепаха и петух. Кто из вас кто? Я не знаю. И даже, наверное, не хочу знать, да, чтобы никто не обиделся. Черепаха и петух сойдутся и разойдутся. Возможно, вы уже знакомы. Возможно. Возможно, вы в сегодняшнем дне, да, вот как черепаха и петух. Петух кто? Яркий, дерзкий. Он и летает, и поет. А черепаха, она спокойная, она медленная, она только лишь ползает. Понимаете, вот настолько люди разные. Возможно, вас уже что-то связывало, объединяло, либо вы просто в знакомстве уже состоите. И вот в очередной раз у вас идет перекресток, да? Вы встретитесь и опять разойдетесь. Но здесь четко показано, что у вас общее будущее. Общее будущее, как у пары, как у настоящей полноценной семейной пары. Не знаю. Давайте еще посмотрим. Возможно, вы уже знакомы со своим будущим супругом, но пока ни он, ни вы к отношениям не готовы. Потому что один занимает в жизни позицию петуха, такого яркого, дерзкого, который хочет быть в центре внимания, типа жар-птица на минималках. А второй человек вообще как черепаха, еле-еле ползает, да? Вообще ничего не хочет, кроме того, чтобы его никто не трогал. Возможно, вы оба будете меняться еще со временем, да? Я же говорю, это тот самый, это он, но в тумане.
Да, вы на него не думаете, вы вообще на него не думаете. Если вам сказать, вот прям имя назвать, и вы вспомните, кто это такой, вы скажете: ой, нет, никогда, да, ни за что, только не он. Ну, может, действительно он как петух, либо наоборот, как черепаха. Но туманом скрыто, что это именно он, как я сказала, да, у вас общее будущее с ним, общее. Вы встретитесь для того, чтобы опять разойтись. Ну, вот как не забывать друг друга, да, наверное, судьба показывает. А может, вы сами спрашивали у судьбы, кто мой суженый, судьба такая: смотри, вот он, но он пока еще не готов, и ты не готова. А в будущем у вас все будет. Девушки, у вас будет раздражение на этого человека, вот честно, раздражение. Вы смотрите на него, думаете: фу, какой дерзкий, либо фу, какой медленный. Вот. И он на вас смотрит и думает: фу, какая она вся яркая, пестрая, видная, да, либо наоборот, какая она медленная. Вот у вас друг на друга раздражение идет, но вы друг другу по судьбе. Вы просто еще к этому не готовы к союзу не готовы, но будете готовы. В будущем точно будете готовы. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.